Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня здесь, в парках Ижевска, проходит кастинг на ТВ-проект реалити-шоу «Топ-модель» по-удмуртски. Заявки подали более 300 девушек из разных городов Удмуртии. Приглашены сегодня более 100 участниц. Перед жюри стоит сложная задача – выбрать 30 самых уверенных, интересных и харизматичных девушек, которые будут соревноваться за места победительниц проекта. Давайте переместимся с вами на площадку, где проходит кастинг, и пообщаемся с некоторыми участницами. Привет! Расскажи нам, волнуешься ли ты перед конкурсом? Конечно же, куда же без этого? А как ты собираешься выделиться среди всех участниц? Своей харизмой. Я очень сильно волнуюсь, но мы переживем это. Я тоже очень сильно волнуюсь, но все будет хорошо. Очень сильно этого ждала, поэтому уже хочу, чтобы мы наконец начали. Это очень необычное ощущение. Первый раз на конкурсе. Посмотрим, как это будет. Сколько же длится проект? И что ждет участниц? Финал проекта мы уже увидим в новогодние праздники. Здравствуйте, меня зовут Софья, мне 14 лет. Я из города Воткинска. В модельной школе я занимаюсь уже год. Обожаю ходить на фотосессии, съемки, обожаю получать от них опыт, эмоции. От проекта хочу того же самого и, конечно же, пойти дальше. Прям яркая девочка. Мне как-то она запомнилась, несмотря на рост. В течение 2 месяцев с девушками будут заниматься педагоги по пластике и дефиле, фитнес-тренер и эксперты по красоте. Девушки будут участвовать в кастингах, показах, фото и видеосъемках. И уже через 2 недели участниц проекта ждет первая профессиональная фотосессия, по итогам которой жюри выберет всего 20 участниц, проходящих следующий тур. А с 10 девушками придется попрощаться. Но не спешите расстраиваться. Зрители смогут вернуть некоторых из них. Голосовать за участниц можно будет в соцсетях проекта «Топ-модель», _, Удмуртия. В пол не смотри, смотри на них. И сделай то, что я запомнила. Что-то скажи там, не знаю, как покрутись. Все. В пол не смотри, улыбайся. Мне кажется, Волнуешься ли ты перед участием? Честно, естественно, есть, потому что это вполне нормальные эмоции, и у меня есть какой-то мандраж, но я чувствую себя достаточно уверенно, потому что не первый раз для меня, это не в новинку, и я часто выступаю на сцене, я даже живу на сцене, чувствую себя там очень своей. Здравствуйте, меня зовут Рада, мне 15 лет, и я из города Воткинска. Мой рост 171 сантиметр. Знаете, с самого детства я знала, что я свяжу свою жизнь со сценой. Правда, я думала, что я буду певицей. И я училась в музыкальной школе, правда, 2 года, потом оттуда сбежала. Совсем недавно, 3 года назад, я нашла себя. Я поняла, что я хочу стать актрисой. И до сих пор я живу на сцене. Когда я выхожу, я испытываю невероятные ощущения, которые просто не передать словами. Мне кажется, это так здорово найти себя. Сейчас я стою тут, и, честно, я даже не верю. Проект для меня — это как мечта в обертке, потому что это все такое волшебное, нереальное, и спасибо огромное за то, что я могу испытать эти ощущения. А покажите боль. Боль? Боль. Вам спасибо. Я почему попросила танцевать? А она вот делает, а в пол смотрит. Как она работает на сцене 8 лет, если она не держит взгляд со зрителя? Это было для меня
такие волнительные моменты, эмоции. Воспользуюсь своим шансом пробиться в большой модели. Здравствуйте, меня зовут Тарасова Варвара, мне 15 лет. Я проживаю в городе Ижевске, мой рост 169 сантиметров. Я уже 3-й год занимаюсь в модельной школе, также увлекаюсь английским языком. Я решила прийти на этот проект, так как я считаю это очень интересно, такое проводится впервые, и я хочу себя попробовать в этом. Спасибо за внимание. А как вы будете очаровывать жюри? Своими талантами и своим обаянием. Главное, улыбка и уверенность. Это точно. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что тебя выделяет среди других претенденток? Наверное, это определенная вера в себя. А есть ли у тебя какие-то хобби? Да, я на протяжении 8 лет играю на саксофоне, фортепиано и занимаюсь 3 видами танцев. Здравствуйте, меня зовут Каданцева Настя. Мне 15 лет, и я из города Воткинска. Всю свою жизнь я живу искусством и творчеством. Также я немножечко писательница, и в 13 лет издала свою первую книгу, и в этом году очень хочу и планирую уже издать свою вторую. И за этот год я научилась очень многому, а именно театральному искусству и актерскому мастерству, что дает мне очень большое вдохновение творить и развиваться. Любимое движение в танце? Вот что хотите. Телом что-нибудь. Актерское, модельное, танцевальное, что-нибудь. Я могу показать позы. Спасибо за внимание. Будьте открыты, улыбайтесь, самое главное. Все. Каждую неделю жюри будет выгонять из проекта несколько девушек, а зрители и эксперты смогут вернуть полюбившихся участниц назад. Но до финала дойдут всего 3 девушки, которые станут победителями. Самые стрессоустойчивые, уверенные и модельные, карьерой которых займутся крупнейшие агентства России. Привет, как тебя зовут? Привет, Алина. Волнуешься ли ты перед Да, выходом? очень, немножко, да. Расскажешь нам, какие твои положительные черты характера? Так, ну я очень добрая, заботливая, никогда никого не обижу. А отрицательные? Отрицательные. У меня очень сложный характер. А что ты ждешь от конкурса? Я жду новых знакомств, обрести уверенность в себе, в своих силах, чтобы и получить мотивацию двигаться дальше. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Бахрева Алина, мне 15 лет, мой рост 165 сантиметров, я из города Воткинска. Занимаюсь я танцами, хожу в театр, посещаю модельную студию и состою в волонтерском отряде. От проекта я хочу получить все и по максимуму, начиная от новых знакомств, заканчивая обретением большой уверенности в себе и своих силах и большой мотивации двигаться дальше. И так как я из многодетной семьи, я хочу стать примером подражания для своих младших брата и сестры, чтобы они также добивались своих целей и двигались дальше. Меня зовут Анастасия. А как твои впечатления от проходки перед жюри? Да спокойно. Кто тебе больше всего понравился из жюри? Я всех знаю. Мне нравятся все. И у Марины я занималась долгое время.
не помню, как зовут. Я снималась на СТС, вела прогноз погоды, то есть на конкурсах часто присутствую данные жюри. Конкурсы «Королева красоты», «Мистер-классница», я в них участвовала, поэтому уже общалась с ними. А какой ты дашь совет всем девочкам, которые ждут свою очередь? Девочки, будьте уверены в себе, улыбайтесь и не думайте о том, чтобы просто пройти. Просто покажите себя, такие, какие вы есть, яркие и замечательные. И помните, что такой, как вы, больше нет. Спасибо. Добрый день, меня зовут Анастасия, мне 18 лет. Мой рост 169 сантиметров. Я занимаюсь танцами с 3 лет. Окончила хореографический лицей номер 95, потом закончила музыкальную школу номер 5. На данный момент я обучаюсь на театральном творчестве в Удмуртском республиканском колледже культуры. Я люблю петь, танцевать, люблю участвовать в конкурсах. Любовь – недуг. Моя душа больна томительной неутолимой жаждой. Того же яда требует она, который отравил ее однажды. Мой разум мою лечил. Душа отвергла травы и коренья, и лекарь выбился из сил, навеки потеряв терпение. Привет, как тебя зовут? Дана. Ты пришла поболеть за свою сестру? А как зовут твою сестру? Какой у нее номер? Арина. Вон она. 91? Чем бы ты покорила жюри? Танцами и пением. Молодец. Привет, как тебя зовут? Настя. У тебя очень типичная внешность. Скажи, пожалуйста, какая у тебя мотивация? Как ты решилась попасть на конкурс? Ну, как раз таки из-за внешности у меня аллопеция. И для меня очень просто. Это первый раз, когда я при таком большом количестве народу, получается, сняла парик. И сюда пришла, чтобы побороть свои страхи, получить новый опыт. Это очень здорово, ты молодец. Удачи! Здравствуйте, меня зовут Настя, мне 18 лет, я из поселка Убана сейчас, учусь в городе Ижевске и поживаю здесь. Учусь в УДГУ на 1 курсе по направлению международные отношения, учу языки и историю. Привет, Полина, скажи, пожалуйста, ты же сама была участницей конкурса, каково это сидеть в жюри? Привет. Это очень необычный опыт, если честно. Девочки такие так волнуются, так боятся, и хочется им сказать: ну что же ты боишься, все хорошо, не нервничай. Вот, я прям чувствую вот эту вот их внутреннюю какую-то, я даже не знаю, неуверенность. Вот, и прям видно, что у многих из них есть потенциал для того, чтобы просто, если эту неуверенность стереть, то у них действительно есть очень большой потенциал, чтобы раскрыться, чтобы идти дальше, участвовать в конкурсах, в том числе на Мисс Россию. А на что ты в первую очередь обращаешь свое внимание? Мне нравятся девочки, которые, они такие как бы зажигательные. Вот, они уверены в себе, они открыты, они шутят, смеются, не боятся ошибиться в своих словах. Вот это очень подкупает. И какой ты совет дашь девочкам? Ой, всегда самый сложный вопрос. Хочется, чтобы они не боялись, потому что жюри — это точно такие же люди. Это вот, я, например, я была одной из них когда-то. Вот. Мы понимаем то, что очень страшно, но не надо бояться, надо верить в себя и проявлять себя. Приходить на подобные мероприятия обязательно еще раз, даже если не получилось однажды. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Здравствуйте, Ольга. Ольга – это жюри нашего конкурса. Зададим пару вопросов. На что вы в первую очередь обращаете внимание? В данном конкурсе мы обращаем внимание на раскрепощение, на готовность работать в обязательном порядке
Ну, конечно, на бесконечную красоту. Тот, кто победит сегодня, кто войдет в эту 40-ку, тот попадет в волшебный мир занятий, всяким фитнесом, дефиле, будет количество съемок, показов, и все это будет до декабря-января, по-моему, месяца. Это будет так здорово. Честно говоря, я бы сама участвовала, если бы можно было. Спасибо большое, Ольга. Много ли вы отметили девочек, которые в дальнейшем способны построить модельную карьеру? Ну, многих отсюда я знаю. Кто-то у меня воспитывается. Из новеньких мне очень понравились буквально 2-3 человека. Ну, прям очень понравились, поэтому я, конечно, с удовольствием буду наблюдать за ними, как они будут в этом проекте. Очень многие убеждены, что в этом конкурсе обязательно выиграет модель из модельного агентства MD Model. Что вы можете сказать по этому поводу? На самом деле это не очень интересно мне сюда брать девочек, которые уже состоялись. Я здесь вижу девочек, которые у меня уже занимаются международной деятельностью. То есть они ездят за границу, работают там на международных контрактах. И я понимаю, что этот проект им особо не нужен. Он для движухи, для чего-то интересного, но что-то дать им, этим проектам мы не сможем. Поэтому интереса брать девочек, состоявшихся моделей, здесь нет никакого. Мы хотим взять новеньких, которых будем продвигать. И для меня, как для агента, конечно, интересно новые лица. Если я их всех знаю, то смысл им дальше здесь участвовать. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от первого кастинга шоу. Ну, во-первых, было все очень эмоционально и очень радует, что девушки очень смелые у нас в Ижевске и приехали с других городов республики, и сел, и деревень. И очень радует, что очень много смелой молодежи, которая готова себя проявить и получить вот этот шанс для того, чтобы, наверное, саморазвиться и куда-то двигаться дальше, показать себя миру. А на что в первую очередь обращали внимание? Ну, наверное, на как человек говорит, как себя представляет, то есть, и, в принципе, там, наверное, внешний вид на первом месте не был. А что ждет девочек в дальнейших этапах? Ну, я думаю, что их ждет очень серьезное испытание, тренировки. Вот сейчас они проходят инструктаж. Даже сам инструктаж длится очень долго, да. То есть я думаю, что это длительные испытания, в ходе которых девочки будут выбывать из этого проекта. И я думаю, что не все дойдут до конца. Спасибо. Все, можно выдохнуть. Кастинг закончился. Жюри долго совещались и в итоге оставили 34 участницы. Через неделю мы встретимся с вами снова и посмотрим, как девушки тренировались и как успешно прошла их первая фотосъемка в рамках проекта. Смотрите нас по пятницам в 20:00 на канале CTC Ижевск. До скорой встречи! Всем пока!